Друзья, сегодняшний выпуск будет по-настоящему летним, потому что он будет о семейном отдыхе на природе. Все мы, конечно же, устаем от городской суеты, от будней, от работы, но и очень радуемся, когда выдается возможность выехать всей семьей на природу. В этом году мы выехали на достаточно длительный период на прекрасную реку Амга. Это красивая река в Амгинском улусе, кристальная прозрачная вода, замечательная природа, как вы видите, шикарный пейзаж. Ну и хотелось бы немного затронуть сам быт, то есть устройство, благоустройство отдыха на природе с семьей. Выезд с маленькими детьми особенно, он, конечно, требует повышенного комфорта на природе. Все максимально должно быть тепло ночью. Ну и, конечно же, здесь можно даже не ограничивать себя в каких-то комфортабельных моментах, которые нужно привезти с собой на природу. Ну, вкратце возьмем. В этой поездке, например, я впервые использовал генератор, бензиновый электрогенератор, который открывает практически неограниченные возможности. То есть, начиная от банального заряда различных телефонов, камер и заканчивая отоплением палатки не традиционным способом, печкой, а, соответственно, тепловой пушкой, либо приготовление еды не на газовой плите или на костре, а в обычной бытовой мультиварке. Но начать предлагаю с самого главного, с палатки. Это то, что укрывает вас от непогоды, насекомых, солнца. И не секрет, что хорошая палатка – это главная составляющая любого отдыха на природе. На мой взгляд, палатка должна быстро устанавливаться и разбираться, должна быть ветроустойчива и не пропускать осадки, а также должна иметь достаточный внутренний объем. У нас уже есть испытанные и летом, и зимой палатки Lotus 5U, которые благодаря своей модульности открывают широкие возможности для активного отдыха. В этом году наш передвижной дом пополнился еще одним модулем. Это новинка этого года – палатка-шатер Lotus 5 Open Air. Данная палатка позволяет вам очень оперативно, быстро, во-первых, ее поставить благодаря зонтичному виду. И, как показала практика, можно ее ставить и, в принципе, самой первой палаткой. То есть вы приехали с семьей на природу, вам нравится пейзаж, и семья у вас находится в автомобиле, вы быстренько выскакиваете, ставите первым делом эту палатку, которая сделана полностью из москитной сетки. Раскрывается она буквально за несколько секунд, и можно уже размещать туда детей, чтобы они находились под полной защитой, чтобы их не кусали комары, мошки, слепни и так далее, и другие неприятные насекомые, которые могут обитать в этой местности. И после этого вы начинаете уже ставить основной лагерь. В нашем случае, соответственно, я поставил две дополнительные палатки. Lotus одна, в которой находится печь для отопления ночью, и вторая — это чисто спальное место. После того, как вы поставили лагерь, нужно позаботиться о еде. Вообще даже можно там делать это все в любом порядке. Самое главное, поставили москитную палатку. Затем вы можете поставить генератор, загрузить в мультиварку нужные ингредиенты. И пока готовится ваш ужин, обед, или завтрак, в зависимости от того, в какое время дня вы прибыли на лагерь, вы ставите остальные палатки. Что касается именно этой поездки, мы поставили сначала все три палатки в единый модуль. И в средней палатке стояла печка, которая отапливала ее ночью. В принципе, в самую первую ночь мы даже замеряли температуру, было достаточно прохладно, а ночью было плюс 5 градусов. Но следующие ночи были гораздо теплее, там около 15. Ну и через пару дней было принято решение сделать из среднего модуля баню, которую мы поставили на берегу реки. В последнее время без бани не обходится ни одна наша поездка.
В случае, когда у вас много ребятишек и от воды их не оттянуть, а на реке дует ветер и не так жарко, как хотелось бы, баню можно использовать как место для согревания и не бояться, что кого-то может продуть. Ну а так как баня была поставлена на берегу, то наша палатка на это время осталась без отопления. И тут я решил провести один эксперимент по наводке Александра, и заключался он в следующем. Значит, ставим теплопушку. В нашем случае это теплопушка с возможностью работы в двух режимах, 2 киловатта и 1 киловатт. Выбираем 1 киловатт, потому что объем у палатки, во-первых, небольшой, внутренний, рассчитаны эти теплопушки на гораздо большую площадь. Ну и во-вторых, генератор сам по себе, он хоть и 2 киловаттный, но, по-моему, рабочая у него мощность около 1800 ватт. Поэтому ставим на 1 киловатт. Самое трудное — это выставить термостат. Работу термостата нужно настроить таким образом, чтобы теплопушка слишком не нагоняла жару сильную в палатке и срабатывала до того момента, когда уже становится холодно. Что касается именно вот этой теплопушки, показалось, что у нее вот этот момент работы термостата достаточно такой грубоватый. То есть очень сложно, во-первых, ее выставить на работу, во-вторых, был такой момент, что ночью, вот сегодня, я проснулся от того, что немножко прохладно в палатке, то есть термостат не сработал, достаточно было его немного ударить по корпусу, и термостат как будто бы отлип из своего залипшего состояния. Вот. Но будем еще думать, есть вариант проэкспериментировать с теплыми полами, почему бы нет, может быть, какие-то инфракрасные отопители. В общем, здесь фантазия не имеет границ, не имеет пределов. В длительный выезд на отдых рекомендую взять какие-нибудь необычные ингредиенты или продукты, чтобы разнообразить ежедневный рацион. Вот, например, на костер кладется плоский камень, на берегу собирается чабрец, и на выходе мы получаем шикарный стейк с чабрецом и дымком от костра. За счет своей плотности камень не дает мясу подгореть и равномерно его прожаривает. В нашем резко континентальном климате погода не склонна резко меняться, но тем не менее эта поездка показала, что палатки всегда нужно сразу привязывать на оттяжки. В один из дней неожиданно подул сильный ветер. Такой, что большой шатер чуть не улетел. А этот случай добавил плюс к зонтичным палаткам. Они имеют достаточно высокую устойчивость к ветру, видимо, за счет аэродинамики и крепкого каркаса. Как видите, основной поток ветра попадает в палатку Open Air, но она держит удар даже без растяжек, удерживаясь на колышках. И раз мы затронули тему непогоды, то в случае дождя палатку Open Air можно накрыть специальным тентом, который также подходит и к зимним палаткам Lotus этого размера. Что касается палатки Lotus, она действительно очень понравилась. Во-первых, тем, что она, в принципе, и так же, как и зонтичные палатки, устанавливается очень быстро. Собирается палатка таким образом, просто раскидываем все лепестки, все части, расправляем каркас и тянем вот таким образом. Все, ваш тент готов буквально в считанные секунды. Во-вторых, она может быть как тамбур, входной тамбур в основные палатки. Она использовалась и как такая техническая палатка, то есть там лежали все гаджеты, все оба холодильника, которые наша большая компания привезла в эту поездку. Ну а чтобы собрать эту палатку обратно, то есть достаточно знать, как собираются палатки зонтичного типа компании Lotus. Каркас абсолютно такой же. То есть мы вытаскиваем стопор и тянем вниз. Все. Далее каждый сегмент собираем к центру. Для удобства затягиваем резинкой. Все, и помещаем в чехол. То есть занимает это достаточно немного времени, учитывая количество вещей, которые обычно бывают в лагере. Это, допустим, сборка, разборка палатки очень сильно экономит время и силы.
неотъемлемую часть такой поездки на реку, тем более на такую красивую реку, как Амга, конечно же, играет рыбалка. Рыбалка с берега, также имеется лодка с водометом, на которой, кстати, в первую очередь поехали женщины. То есть жены поднялись вверх по реке и прошли сплавом, рыбача и отдыхая. Ну а мужчины в это время в лагере нянчились с детьми. Ну а потом, соответственно, на рыбалку поехали мужчины. Кого поймала? Покажи. Какой это тяжеленький. Красавчик. Мы вернулись. А как пахнет? Хороший случай. Ну да. Целый ужин для большой семьи. Для целых 4 семей. В общем, подводя итог, хотелось бы сказать, что самое главное в семейном отдыхе на природе — это в первую очередь комфорт. То есть если вы едете один там, на рыбалку или с другом, да, то есть там можно спать и практически в спальниках под открытым небом. Но когда с вами есть, повторюсь еще раз, маленькие дети особенно, то есть нужно делать все максимально комфортно, чтобы, во-первых, не было никаких дальнейших проблем, в том числе со здоровьем. Во-вторых, чтобы детям отдых понравился. Ну а если детям нравится отдых, то взрослым тем более. Ну и в завершении, конечно, хотелось бы пожелать всем отличного настроения, успевайте отдыхать, но и не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале.